На юго-восточной части Владикавказа на небольшом холме возвышается храм. Он знаком каждому жителю республики. Старейшая православная церковь города, которая пережила столетия, смену эпох и политических режимов. И хотя официально ее именуют храмом Рождества Пресвятой Богородицы, в народе ее называют Остинской церковью. Насыщенно-голубые стены сооружения, над которыми золотом переливаются купола, видны из разных уголков старого Владикавказа. Колокольный звон вот уже более 20 лет разносится над городом. Ежедневно сюда приходят не только местные жители, но и гости столицы республики. Остинская церковь – культовое сооружение, приковывающее внимание туристов, прихожан и историков. Как архитектурный элемент, исторически, это как один из символов Владикавказа. Для самих жителей храм родной. Как вот обычно это бывает в каком-то селе, там, в станице. Они здесь всех знают прихожан, знают священников. Сегодня в храме проходят службы, таинства венчания и крещения. В стенах церкви молятся, исповедуются и причащаются. А для многих это место, где можно почтить память выдающихся личностей и познакомиться с историей Владикавказа. Но так было не всегда. В 2015 году Остинская церковь отметила 200-летие. Годом основания храма принято считать 1815 год. Хотя никаких документов о точной датировке строительства храма до наших дней не сохранилось. Так как это было очень давно, начало XIX века, то точных сведений об основании пока не найдено. Может, они в будущем найдутся. И в дореволюционных источниках разные данные упоминаются, но чаще всего берется за точку отсчета 1815 год. Есть мнение, что вторая церковь, которая была построена на равнинной части после переселения горцев, это храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он расположился у стен крепости Владикавказ, там, где ранее образовалось небольшое поселение. Он был сначала деревянный, позднее его переделали, доделали. Более-менее в таком виде он уже предстал в 60-х годах, когда здесь служил Аксукулиев. И вот при нем он был перестроен. Сначала колокольня была отдельно, потом их соединили. И вот в таком виде он до сих пор перед нами предстает. Каменные стены воздвигли в 1824 году. Говорят, для построения использовали камни и булыжники, собранные в русле реки Терек. Спустя 3 десятилетия, в 1960 году, здание было расширено и обнесено каменной оградой. Ну, обычно в те годы, вот как раз это середина 19 века, даже более ранний, кирпича очень было мало. В общем-то, кирпичных заводов здесь еще не было в таком количестве. Кирпич дорогой. И даже если мы посмотрим на многие дома, построенные тогда, они сделаны смешанно. Кирпич с булыжником. Даже в начале 19-20 века дома строили в Владикавказе. Фасад могли построить из кирпича, а внутренние стены и другие задние уже из булыжника. Потому что дешевле обходилось это. Имя архитектора храма неизвестно. Никакие данные о нем не сохранились.
Есть лишь архивные записи о том, что строительные работы проводились за счет пожертвований меценатов, купеческой и военной элиты, офицеров и местных жителей, которые были прихожанами церкви. В частности, поддержку оказали князь Святополк Мирский, барон Вревский, генерал Евдокимов и многие другие. На территории храма находится небольшое кладбище. Здесь обычно хоронили героев кавказских войн, представителей творческой и научной интеллигенции, настоятелей, а также тех, кто помогал в строительстве храма. Каждый памятник, он был как вот такой вот, знаете, лист истории. Можно было посмотреть в биографию этого человека, что он делал, чем прославился, почему именно здесь его хоронили. Ведь именно поэтому хоронили здесь и знаменитого Коста Константина Хитагурова, его перезахоронили. Именно в кладбище Остинской церкви, рядом с теми, которые вот так же, как и он, прославляли нашу Родину. Насколько тут много было захоронений, сказать трудно. По церковным метрическим книгам в них фиксировалось, где смерть фиксируется, там бывает запись. Там на городском кладбище, на еще каком-то, или в ограде храма. Вот таких записей в ограде храма не так много. Ну, от силы там 20 набирается. Из них 7 священников. И пока не найдены точные сведения, к сожалению, даже нету фотографий вот такого вида дореволюционного. Все фотографии сделаны издалека. Поэтому как выглядела территория и насколько много было захоронений здесь, сказать трудно. Если поинтересоваться у местных жителей, как называется церковь, которая находится на горке, то официальное наименование «Храм Рождества Пресвятой Богородицы» мало кто вспомнит. Для большинства это Осетинская церковь. Но ни историки, ни представители духовенства не видят в этом ничего удивительного. Двойное название не исключение, а скорее правило. Там нет ничего удивительного. Вот если мы поедем в Москву, мы там увидим, что, например, Иверский храм в народе называется грузинским. Там в Кашире есть храм Святого Николая Чудотворца. В народе его называют храм Николы Ратного. То есть канон церкви, он преломляется в народное сознание. И народное сознание ищет для себя какие-то доступные формы. Вот что мы видим и здесь. Уже вот 200 лет эту церковь неизменно называют именно Остинской. До революции церкви играли не только религиозную, но и просветительскую роль. Традиционно здесь открывали приходские школы, где грамоте, наукам и языкам могли обучаться как дети, так и взрослые. Остинская церковь не стала исключением. Благодаря занятиям, которые здесь проходили, прихожане могли приобщиться к знаниям. Таким образом, они получали возможность найти работу и даже продвинуться по карьерной и социальной лестнице. В середине XIX века здесь было открыто трехклассовое женское училище, а уже в конце XIX века церковно-приходская школа. Вот ныне на ее месте располагается наша 13-я школа. Семинария в то время давала прекрасное образование. И священники вполне могли работать учителями, потому что они знали не только там какие-то богословские науки, а и светские языки знали. Конечно, в первую очередь понимали как бы детей прихожан, детей, кто здесь учились. Ну, если уже возможно, тогда и остальных тоже. То есть основное это учение было обучение не богослужебное, хотя это входило, то есть вот там закон Божий они учили и так далее. Но основной упор был на изучение русский язык и вот там математика, письма, вот такие науки элементарные. Потому что вот благодаря этому человек уже мог дальше поехать учиться, поехать работать как-то еще. Образованием населения занимался и поэт-просветитель Аксо Кульев. Основатель первой женской гимназии в Северной Осетии являлся и одним из первых настоятелей храма. И хотя приходская школа при церкви была открыта уже после его смерти в конце XIX века, тем не менее именно Кульев начал активную просветительскую деятельность в стенах храма.
Дело АКСО продолжили и другие настоятели – Михаил Сухиев, Алексей Гатуев, Харлам Пицумаев. Мы сегодня благодаря им можем изучать этнографию астинского народа. Мы можем читать о обычаях астинского народа, историю его, культуру, песенную культуру, праздничную культуру. То есть нас священники до революции фиксировали эпос нартовский, фиксировали сказки астинского народа, обычаи, календарную жизнь, вот, праздничную. Говорят, в церкви была уникальная библиотека, где, предположительно, хранились первые переводы священных книг на астинском языке, а также произведения писателей и поэтов. До наших дней не сохранилось ничего. Многое, что было создано и написано тогда, не смогло пережить смену политического режима. В советское время, где-то начиная с конца 20-х годов, к началу 30-х годов, уже началось давление на все церкви, на храмы. Их закрывали под разными предлогами. Так был этот и храм тоже закрыт. Это примерно 32-33 год. Насколько мы знаем, один Владикавказ только, он украшался 30 храмами, включая часовни, молитвенных домов. Постановления были о закрытии храмов и их переоборудовании, там, в склады, в зернохранилища, в клубы. Каким-то чудом храм, здание, в котором мы сегодня вот находимся, он единственный остался из тех вот действующих приходов. 2 января 1922 года высший орган законодательной власти Советской России принимает постановление о ликвидации церквей и церковного имущества. В результате колокола города умолкли почти на столетие. С храма сняли колокола и купола. Скорее всего, их расплавили и использовали в промышленности. Отметим, что в послереволюционный период православные церкви чаще всего разрушали. Но храму на Горке повезло. Культовое сооружение не было уничтожено. По какому принципу их закрывали, непонятно, потому что остались всех конфессий других храмы. И костел, и кирха, там, и армянская, и так далее. Мечети 2 остались. С ними ничего не случилось. А православные закрывали. И не мешало он, наверное, как бы никому. Убирали, в первую очередь, которые были в центре, на виду, большие такие храмы. Вот их, в первую очередь. Ну, а здесь он никому не мешал, как бы это была окраина такая. Святыни, которые хранились, утварь, все, что, то, что есть храм и в его благолепии, все было изъято, уничтожено. Мы не знаем, где знаменитая библиотека Астинской церкви, в которой, скорее всего, хранилась и редкая книга. Сооружение, которое для сотен прихожан было святыней, в одночасье стало зернохранилищем. В 1939 году в Северной Осетии отмечали юбилей Кусталя Ивановича Хитагурова. Почтить память основателя астинского литературного языка, который похоронен здесь, в церковном кладбище, пришли партийные лица и представители интеллигенции. Говорят, что именно после этого события было принято решение открыть в стенах храма музей астинской литературы. Здесь был музей Куста Хитагурова, и нас приводили со школы. Я вот помню, вот по лестнице поднимались вот на эту горку, и вот там они в середине, вот где алтарь, вот чуть-чуть вот в правом притворе, в общем, висел очаг, как семейный, вот как бы вот стим бывает. Там же и люлька, ну как бы изображение такой женщины перед люлькой. И вот мы как музей посетили, и больше ничего не было, ни колокол, ничего не было. История этого храма, как и всех православных храмов везде по стране, она была полна драматизма. И мы должны помнить о том, что она была и пунктом облзагодь зерно, здесь хранилось, было зернохранилище, а потом она дала приют литературному музею имени Куста Хитагурова. А уже с 70-х годов это были фонды художественного музея. То есть в фонды художественного музея попали эти иконы. Потом они были переданы церкви. В середине 80-х появились слухи о возвращении церкви прежнего статуса. Они оказались небеспочвенными. Говорят, что уже во время перестройки прихожане стали требовать возобновления богослужения.
но по заключению экспертов сооружение было в аварийном состоянии. Почва склона смещалась, это могло привести к разрушению комплекса. Есть документ, 89 год, решение о передаче. Там тоже шло много времени. Сначала передавали, потом решали, что делать с этим храмом, потому что он был очень в аварийном состоянии. И многие эксперты говорили, что надо вообще его снести и построить или в таком же виде, но уже новое. Вот. Но местные жители не дали это разрушить полностью и сказали, надо восстанавливать. И вот его восстановили. В общем-то, получилось, как и было изначально. После открытия на территории храма несколько раз проводили укрепительные работы. Это позволило остановить разрушение и сохранить комплекс. На южной и западной стороне стены были обложены бутовым камнем и кирпичом. Крещается раб Божий Иларион, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. В начале 90-х, когда в церкви возобновилось богослужение, встал вопрос об улучшении внутреннего убранства. В советские годы стены белили в однотонный белый цвет. Как выглядел храм изнутри в дореволюционный период, опять-таки сказать сложно. По мнению историков, изначально росписей могло и не быть, ведь это стоило немалых денег. Но некоторые уверяют, что стены, возможно, были украшены, но после революции верхний слой штукатурки сняли. В конце 90-х для росписи храма во Владикавказ был приглашен диакон Николай Лукьянов. Результатом долгого и кропотливого труда стали библейские сюжеты, которые украсили стены сооружения. Дополнили дизайн иконы, которые ранее находились и здесь, в фонде Музея художественной литературы. 3 иконы из иконостаса XIX века Нузальского средневекового храма в настоящее время находятся в пространстве Осетинской церкви. А фонды художественного музея, они попали из древнего Нузала. Я думаю, что они попали в 1946 году, когда археолог Евгения Георгиевна Пчелина проводила там раскопки, когда привлекла внимание всего общества к аварийному его состоянию. И был демонтирован деревянный иконостас. Сегодня на стенах Остинской церкви несколько десятков икон. Каждый из них имеет свою историю. Часть ликов были переданы музеям, но многие были подарены прихожанами. Появились новые иконы, и батюшка Константин, наш настоятель, заказал к юбилею нашего храма замечательную икону Пресвятой Богородицы Рождества, которую они осветили в храме в Иерусалиме, где родилась сама Богородица. Первым настоятелем церкви после восстановления статуса стал отец Мануил Бурнацев. Именно он начал возрождать православные традиции в стенах храма. В 1997 году, после смерти отца Мануила, его преемником становится отец Константин Джиоев. С его именем связан новый этап истории церкви. Под его руководством в середине 2000-х открывается воскресная школа, приходской дом, библиотека и крестильная комната. В век информационных технологий, где время измеряется не секундами, а байтами, здесь, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, жизнь, как и 200 лет назад, протекает в соответствии с церковными канонами. Утро начинается с молитвы и выпечки просфор. Богослужебный хлеб готовят несколько раз в неделю по классической рецептуре. Для тех, кто делает церковную выпечку, этот процесс носит сакральный характер.
До того, как тесто замешивать, мы как уберем все, приготовим в рабочее место в чистоте, чтобы она у нас была. А потом у нас есть молитвенная книга, и мы молимся, пока эту книгу не прочтем, не будем молиться. И после этого, как книга заканчивается, мы после этого тоже молимся и так готовим. Это у нас уже готовые просфоры. Забирают в алтарь, там на них молятся батюшки, а потом раздают людям. В праздничные дни церковь преображается. Так, на Рождество она украшается хвоей и елочными игрушками. После открытия в начале 90-х в храме появились два хора – малый и праздничный. В разное время здесь пели артисты Национального государственного театра оперы и балета, Симфонического оркестра Государственной филармонии, а также выпускники и преподаватели лицея искусств. Регентом хора вот уже более 20 лет является Тамара Михайловна Колиева. Я вообще не представляю службу в храме без хора, потому что это все-таки и украшение службы. Ребята с большим удовольствием сюда приходят. Все практически они с высшим музыкальным образованием, которые закончили либо консерватории, либо институты культуры. Мы служим, как правило, в субботу вечернюю все ночные бдения и в воскресенье литургию. Ну, естественно, все праздники без участия большого хора никогда не обходится. В дореволюционный период служба в храме Рождества Пресвятой Богородицы проходила в основном на остинском языке. Говорят, что над переводами священных книг работали не один год, и язык был понятен всем носителям, вне зависимости от их места проживания. В наши дни служба также проходит на двух языках – на остинском и русском. В этом особенность этого прихода. В течение службы прихожанин, для которого остинский язык родной, он может слышать свою речь. Евангельское чтение, какие-то церковные песнопения, какие-то части службы. Потому что родная речь, она всегда до сердца доходит. А сердце — это уровень общения человека с Богом. История храма Рождества Пресвятой Богородицы гармонично вплетается в историю города и республики в целом. Это часть уникальной событийной мозаики, формирующая летопись этноса, народа и государства. А колокольный звон, который разносится над городом, напоминает о связи времен и поколений.